Статыстыкі падлічылі, што на рабоце чалавек праводзіць трэць свайго жыцця, і кожнаму работніку неабыякава, як абуладкавана яго працоўнае месца, якія фактары ўздзейнічаюць на здароўе ў працэсе выканання прафесійных абавязкаў. У Маладзечынскім раёне пытанням аховы працы на прадпрыемствах і ў арганізацыях надаецца значэнне прыярытэтнае. Суб'екты прафілактыкі праводзяць рэйды па праверцы выканання тых ці іншых аспектаў заканадаўства ў гэтай сферы, тыдні нулявога траўматызму, дні аховы працы. Таварыства з абмежаванай адказнасцю ЦІСа працуе на медыцынскім, фармацэўтычным рынках Беларусі, Расійскай Федэрацыі, Казахстана і іншых краін. Спецыялісты ажыццяўляюць комплекснае праектаванне, вытворчасць і монтаж стацыянарных і перасоўных сродкаў аховы ад радыяцыйнага выпраменьвання, агароджваючыя канструкцыі для чыстых памяшканняў. Прадукцыя прадпрыемства ў прамым сэнсе абараняе здароўе людзей ад шкодных уздзеянняў, але на ЦІСе клапоцяцца і пра здароўе сваіх работников и про быт не забывают у тым лику. На нашем предприятии мы стараемся создать такие условия работы, чтобы рабочие, находясь на рабочих местах, думали только о работе. Чтобы они не думали, что им там капает за воротник или им холодно в цеху и некомфортно. Все наши цеха оборудованы современной системой очистки воздуха, современной системой вентиляции. В каждом цеху тепло, сухо, светло. Все рабочие обеспечиваются 3 комплектами рабочей одежды. Для обогрева каждого цеха внутри оборудована система типа «Вулкан», которая позволяет в ночное время нагревать воздух, что позволяет рабочим, приходя на рабочее место с утра, чувствовать себя комфортно. В каждом цеху сборочном находится своя отдельная раздевалка, своя душевая. Приходя на смену, каждый рабочий всегда проверяет наличие нового комплекта СИЗа, средств индивидуальной защиты. По мере необходимости средства дополнительно выдаются со склада. Мы с вами находимся в нашей столовой, в которой наши все рабочие обедают, приходят в технологические перерывы, тоже, если кто-то хочет там перекусить, чай попить. Данная столовая рассчитана на 70 посадочных мест. Уплыў на фізічны стан тых жа электрагазазваршчыкаў аказвае пастаянная работа з металам. Падчас зварачных працэсаў выдзяляюцца таксічныя аэразолі, адбываецца ультрафіялетавае і інфрачырвонае абпраменьванне. Вытворчыя фактары рознага паходжання могуць мець розную прыроду, і першачарговая задача наймальніка – стварыць бяспечныя ўмовы на кожным рабочым месцы і падтрымліваць іх, як гэта робіцца на ЦІСе. Для улавливания вредных веществ непосредственно у места образования на рабочем месте сварщика должна предусматриваться местная вытяжная вентиляция. При сварке крупногабаритных изделий необходимо применять поворотно-подъемные механизмы для удаления воздуха. Не допускается удаление загрязненного вредными веществами воздуха через зону дыхания работающих. Вентиляционные системы должны находиться в исправном состоянии и чистоте. На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки наличие обязательно действующих паспортов. Определение эффективности работы вентиляционных установок необходимо проводить не реже 1 раза в 3 года. На объекте должен осуществляться производственный контроль производственных факторов на рабочих местах. Перечень производственных факторов с указанием их периодичности, контроля на рабочих местах ежегодно разрабатывается и утверждается работодателем с учетом специфики деятельности объекта. Цяжкай фізічнай нагрузкай, работай на адкрытым паветры, дзе плюсавыя тэмпературы змяняюцца мінусавымі, характарызуецца прафесійная дзейнасць будаўнікоў. Нярэдка брыгады выязджаюць у іншыя рэгіёны для ўзвядзення аб'ектаў. Будаўнічая сфера заўсёды суправаджаецца пэўнай рызыкай для здароўя і жыцця людзей. Сярод суб'ектаў прафілактыкі і спецыялісты Маладзечынскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Іх рэкамендацыі да ўвагі ўсіх наймальнікаў, якія оказывают послуги в сфере будовництва. Одним из основных условий обеспечения безопасных работ является выдача нанимателям средств индивидуальной защиты работникам. Средства индивидуальной защиты – это спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты органов слуха, органов дыхания. Они прежде всего защищают работающих от загрязнений, от неблагоприятных погодных условий. Работа без средств индивидуальной защиты запрещена. Но самое главное не только выдать средства индивидуальной защиты, а также и обеспечить контроль их использования.
У Маладзежні па вялікім гасцінцы распачынаецца будаўніцтва новага мікрараёна. Таварыства з абмежаванай адказнасцю будаўнічае ўпраўленне 202 з'яўляецца генпадрадчыкам па ўзвядзенню першага шматпавярховага дома на 108 кватэр. А правілы бяспекі пачынаюцца з апаладкавання тэрыторыі, на якой вядуцца будаўнічыя работы. Ставится в первую очередь это забор, ограждение. Паспорт объекта вывешивается, схема движения транспорта и проезд должен быть сделан, наверное, чтобы проезд был удобный, сплит. У выезда со строительной площадки у нас всегда есть кёрхер, и машины моют колеса перед выездом на проспект. У нас с экологией города заключен договор. Они предоставляют свой контейнер, куда все отходы собираются. Не забываюць спецыялісты ў 202 будаўнічым упраўленні пракантраляваць выкананне розных аспектаў працоўнай дысцыпліны работнікамі. У гэтым пытанні, як вядома, дробязяў не бывае. Алкотесты есть у каждого производителя работ. По приказу они все имеют право свидетельствовать работников. Но в обязательном порядке освидетельствуют каждый день стропольщиков, работников, которые работают на крыше здания и которые работают в люльках. На этом участке, где мы сейчас находимся, в обязательном порядке освидетельствуют машинист башенного крана и стропольщики. У каждого стропольщика есть удостоверение, обученные люди, без этого к работе не допускаются. Нармальныя бытавыя ўмовы для будаўнікоў таксама адыгрываюць ролю не апошнюю. Ад таго, наколькі арганізаваны быт і адпачынак работнікаў, залежыць у многім і іх працаздольнасць. Это обустройство на строительном объекте бытовок, биотуалетов. Бытовые помещения необходимы для переодевания работающих, приема пищи. В зимнее время это для обогрева работающих строителей. В летнее время защита от жары. На строительном объекте в бытовых помещениях должно быть обязательно наличие аптечки первой помощи универсальной с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь. А также обязательно организован учет сроков годности лекарственных средств. Адной з вядучых галін у эканоміцы краіны застаецца дрэваапрацоўчая прамысловасць. Работы па вытворчасці з дрэва ўваходзяць у пералік работы паслуг, якія ўяўляюць патэнцыяльную небяспеку для жыцця і здароўя людзей і зацверджаны адпаведнай пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з заканадаўствам такія работы падлягаюць дзяржаўнай санітарна-гігіенічнай экспертызе. Пры яе праходжанні спецыялісты аддзялення гігіены працы абследуюць прадпрыемства на прадмет яго адпаведнасці санітарна-гігіенічным патрабаванням і выдаюць заключэнне. Яго тэрмін дзеяння 3 гады. У таварыстве з дадатковай адказнасцю ВІСТ пытанням умоў працы на рабочых месцах значэнне прадаецца зусім не меншае, чым вытворчым паказчыкам. Наша цель – здоровье работников и нулевой травматизм. Для тех, кто работает на рабочих местах с вредными условиями труда, где выделяются вредные вещества, такие как пыль древесная, углеводороды ароматические, фенолы, организована бесплатная выдача молока. Работники регулярно проходят медицинские осмотры, где проверяется состояние здоровья и пригодность к работе по определенным профессиям. Также работники, занятые на рабочих местах с вредными условиями труда, обеспечены полисами добровольного страхования. Данная страховка предусматривает оказание бесплатных медицинских услуг при наступлении страхового случая. Также мы постоянно обновляем оборудование и инструменты, чтобы сделать труд физически легче и безопаснее. К примеру, из последнего мы приобрели 2 механизированных подъемника, которые обеспечивают подачу и укладку тяжелых заготовок на станок, тем самым облегчая труд оператора. Установили мощную систему очистки воздуха на участке шліфовки. Кожны работнік кампаніі ВІСТ у поўным аб'ёме забяспечаны сродкамі індывідуальнай аховы і спецадзеннем, якое падабрана з улікам спецыфікі канкрэтных работ. Створаны належныя бытавыя ўмовы для працуючых. Правяраецца адпаведнасць мікраклімату, шуму, запыленасці, асвятлення, вібрацыі, гігіенічным нарматывам. На прадпрыемстве выконваецца праграма вытворчага кантролю за выкананнем санітарных правілаў і санітарна-супрацьэпідэмічных і прафілактычных мерапрыемстваў.
К сожалению, даже самое современное оборудование деревообрабатывающее издает достаточно высокий шум. Шум вредно влияет на нервную систему работника, повышает его утомляемость, а длительная работа в условиях шума может привести к глухоте. На таких предприятиях контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания очень высокий. Но и сами работники должны понимать, что если они не будут использовать беруши и наушники, они могут нанести непоправимый вред своему здоровью. Те работники, на рабочих местах которых шум превышает предельно допустимые уровни, при обязательных медицинских осмотрах проходят аудиометрию. Если обнаруживается ухудшение слуха, такие работники переводятся на другую, менее громкую работу. Еще одним вредным производственным фактором является древесная пыль. Ее размер и форма зависят от технологических операций. Самая мелкая и самая опасная пыль образуется в результате фрезерования и шлифования. Эта пыль способна глубоко проникать в легкие и вызывать аллергические, онкологические и респираторные заболевания. Для того, чтобы на рабочих местах в воздухе рабочей зоны уменьшить содержание пыли, в тех местах, где она образуется, необходимо оборудовать аспирационные установки. Воздуховоды и аспирационные мешки должны своевременно очищаться и быть максимально герметичны. Проводить испытания эффективности аспирационных систем нужно не реже, чем раз в 3 года. На промышленных предприятиях Молодеческого района работает много женщин. И год белорусской женщины – это еще один повод для нанимателя провести оценку условий труда на рабочих местах своих работниц и при необходимости привести все в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством. Паляпшэнне ўмоў працы і змяненне ў заканадаўстве і тэхналогіях закранаюць і работу вяскоўцаў. Адна з самых працаёмкіх галін сельскай гаспадаркі – гэта работа на жывёлагадоўчых фермах і комплексах. Адны фермы будаваліся дзесяткі год таму па тагачасных праектах, а сучасныя укамплектаваны навейшым абсталяваннем. Але і там аператары машиннага даення маюць пэўныя прафесійныя рызыкі. Это и работа в помещениях с повышенной влажностью, значит, это работа с тяжелым доильным оборудованием, постоянное нахождение на ногах. Также это работа с контакт с моющими кислотно-щелочными. Поэтому руководители данных предприятий должны обеспечить соблюдение таких требований. Это оборудование санитарно-бытовых помещений в полном объеме. То есть это гардеробы, это душевые, санузлы, это комната приема пищи. Значит, гардеробы должны быть обеспечены шкафчиками для раздельного хранения верхней и личной санитарной одежды. Во всех помещениях производственных санитарно-бытовых должны быть созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. В комнате приема пищи должны быть обязательно созданы условия для того, чтобы работник мог принять горячую пищу. Значит, это нагревательные элементы, то есть это электрочайник, микроволновая печь, холодильник. Поскольку труд операторов машинного доения, он связан с работой в помещениях с повышенной влажностью, то обязательно должна работать система вентиляции. У гаспадарцы Гарадзілава Маладзечынскага района працуюць 9 жывёлагадоўчых аб'ектаў. Па выніках 2025 года калектыў уваходзіць у лік лепшых у рэспубліцы па надоях малака на одну карову. На малочна-таварным комплексе ў Груздава арганізавана прамысловая тэхналогія вытворчасці малака. Уся прадукцыя адпраўляецца на далейшую перапрацоўку з сортам экстра. Каб эканамічныя паказчыкі былі на ўзроўні, патрэбна стварыць і належныя ўмовы працы. У канечным выніку дастойная зарплата і з павесткі дня здымаецца пытанне дэфіцыту кадраў. Например, для подталкивания кормов используется механизированный подталкиватель кормов, который позволяет человеку облегчить труд и ежедневно в течение каждых 2 часов производить подталкивание кормов. Оператор машины доения производит молоко, получает его в доильном зале. Система автоматизации отключения доильных аппаратов происходит автоматически с использованием программы. То есть животное тоже каждое идентифицируется, мы видим его продуктивность, каждый оператор видит его продуктивность, подключает, производит операции подготовки до доения, доения, подготовку после доения. То есть отключение молока, отключение аппарата уже происходит автоматизированно. То есть это облегчает как работу оператора в несколько раз. Для того, чтобы произвести качественное молоко, мы должны соблюдать правила санитарно-эпидемиологические, правила по охране труда, правила по пожарной безопасности. Для того, чтобы нам
эти условия улучшать и соблюдать, нам помогает служба, например, ГРО-ЧС, проводит постоянно лекционные занятия. Санитарно-эпидемиологическая служба производит контроль за соблюдением условий труда. Каждый год оператор машинодоения проходит периодический медицинский осмотр с сдачей санитарного минимума. И для соблюдения требований по охране труда согласно графика выезжают мобильные группы по охране труда райисполкома и с последующим установлением рекомендаций для улучшения оптимизации условий по охране труда. Как для оператора машинодоения, как для животноводов, как, например, и для других специальностей. На прадпрыемствах і арганізацыях усіх форм уласнасці ў раёне з работнікамі праводзяцца інструктажы, абнаўляюцца стэнды з наглядна-тэматычнай інфармацыяй, абсталяванне і машыны праходзяць тэхагляд, надаецца ўвага і пажарнай бяспецы. Але многае залежыць і ад самога чалавека. Усе правілы працуюць тады, калі іх не толькі ведаюць, але і выконваюць.